В Ухте продолжаются регулярные осмотры дымоходов в многоквартирных жилых домах. Напомним, после февральской трагедии в Печоре, когда от отравления угарным газом погибла семья из 3 человек, ситуацию во всем регионе власти взяли на особый контроль. Виктория Науменко присоединилась к одному из таких рейдов и узнала, какие простые действия помогут избежать беды. Осмотр дымоходов газовиками и представителями управляющих компаний – процедура регулярная. В панельных домах ее проводят дважды в год, в кирпичных – каждые 3 месяца. Но в морозы риск несчастных случаев из-за неисправности дымоходов повышается. На так называемых оголовках образуется иней, из-за которого сужается проход для воздуха. Есть и другие нюансы. Не все знают, что от состояния и конструкции оголовков, которые находятся на крышах домов, напрямую зависит безопасность жителей дома. Эту и другую важную информацию доносят сотрудники газовой службы в ходе регулярных рейдов. Забитые дымоходы, неисправные вентиляционные каналы, установленное с нарушением газовое оборудование – все это может стать причиной отравления угарным газом и гибели людей. Основные причины несчастных случаев – несоблюдение элементарных правил безопасности при эксплуатации оборудования в отопительный сезон. Одно из таких – ненадлежащее содержание дымовых вентиляционных каналов. Причем эта проблема встречается и в исправных, на первый взгляд, дымоходах. Это одно из самых опасных заблуждений. Выглядят они очень красиво, но они оцинкованы полностью. Это закрывает нам осмотр состояния кирпичной кладки. Мы не видим, как находится кирпичная кладка. Необходима и достаточно оцинковка первого ряда. И такой момент еще. Зонтики над оголовками запрещены. Сейчас есть допущение на расстоянии 400 миллиметров. Но это имеет смысл на дымоходах большого сечения. Большую опасность представляют и герметичные пластиковые окна. Если деревянные пропускают наружный воздух, создают естественную вентиляцию, то в пластиковых эту функцию выполняет только приточный клапан, который есть не везде, а порой установлен неправильно. Вот здесь вот приточный клапан, но, к сожалению, он установлен неправильно. Вот здесь подрез сделан, вот с обратной стороны посмотрите, пожалуйста. Вот здесь подрез сделан сразу напрямую. При этом шторка замерзает, он обледеневает. Естественная вентиляция необходима для того, чтобы не возникала так называемая обратная тяга, при которой направление воздушного потока меняется на противоположное, и воздух вместо того, чтобы выходить из помещения, начинает поступать внутрь. То есть из помещения не выходят продукты сгорания, люди вдыхают их и медленно, главное незаметно, умирают. А еще при обратной тяге может замерзнуть и лопнуть калорифер в колонке. Современные из них оснащены датчиками отключения горелки, но при обратной тяге они не нагреваются и не срабатывают. По правилам безопасности при одновременной работе колонки и кухонной вытяжки нужно обязательно открывать форточку. Проверить тягу можно, приложив к вентиляции лист бумаги. Притягивается, значит все в порядке. Открыли? Угу. Посмотрите, пожалуйста, да? Только что была обратная тяга. Сейчас видите, как притягивается все. Самостоятельно восстановить тягу можно, просто открыв форточку. Но в сильные морозы это может не сработать. Тогда можно вновь использовать лист бумаги. Оказывается, каждому под силу сделать из него заслонку клапанного типа. Это, по сути, бумажка на скотче. Она частично перекрывает вентканал, уменьшая его сечение. При этом способе важно держать форточку закрытой. Важно, чтобы свободное сечение вентканалов было меньше, чем сечение дымоходов. Устанавливаем заслонки на вентканалы в туалете, в ванной и на кухне. Воздуху некуда деваться, он отправляется в дымоход. Специалисты напоминают, этот способ временный. И при обнаружении обратной тяги важно как можно скорее обратиться к специалистам. И, конечно, впускать их для проверки, если они приходят сами. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.